Уважаемые мои братья и сестры в исламе, я вас приветствую нашим традиционным приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хотелось бы сегодня прокомментировать ситуацию, которая происходила в последнее время, и очень часто мы могли видеть в интернет-пространстве различного рода ролики о том, что якобы притеснялись права наших мусульман. Хотелось бы сделать сразу опровержение, потому что, слава Аллаху, на сегодняшний день никаких проблем на территории самой Московской соборной мечети, на прилегающей территории не было. А были, безусловно, сегодня беспорядки, которые, слава Всевышнему, совместно с правоохранительными органами мы пытались решить, потому что в наш адрес поступало очень большое количество жалоб о том, что когда люди идут в мечети, большое количество присутствовало попрошаек, большое количество присутствовало нелегальной торговли. И на сегодняшний день мы, как видим, альхамдулилля, по воле Всевышнего и при поддержке совместно Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Европейской части России и правоохранительных органов, эти вопросы решены, потому что сегодня мы хотим, чтобы люди, которые приходят в мечеть, для них не создавались какие-то трудности. Вот. Что же касается конфликта, который можно видеть сегодня на видеоресурсах, в интернет-пространстве, то хотелось бы отметить, что это не конфликт верующих людей с правоохранительными органами, потому что ислам нас ни в коем случае не учит отвечать какой-то агрессии, а это определенные слои людей, которые сегодня занимаются нелегальной торговлей, попрошайничеством, не хотели покидать свои места, где они привыкли сидеть. Ну и, соответственно, как мы видим из этих роликов, правоохранительные органы попросили их, потому что они занимались незаконной деятельностью. А ислам учит нас сегодня, если мы живем в этом государстве, мы имеем полную свободу вероисповедания, то, безусловно, мы сегодня должны подчиняться тому закону, той конституции и тому президенту, которого мы избрали. И, конечно, сегодня мусульмане должны быть законопослушными. И это касается не только коренного населения, но и также наших братьев, которые приезжают сегодня на заработки. Для них созданы все сегодня условия спокойно соблюдать все свои религиозные требования, это совершение молитв, предписаний ислама. Поэтому на сегодняшний день я хотел бы успокоить наше мусульманское сообщество и отметить, что никаких, слава Всевышнему, проблем на национальной и религиозной почве у нас в этом плане около мечети в последние недели не существовало. Но и хотелось бы, наверное, отметить, что те конфликты, которые пытаются сегодня раздуть, это конфликты на бытовом уровне. И ни в коем случае нельзя им придавать национальную и религиозную окраску, потому что это очень плачевно может дальше сказаться. Поэтому я попрошу наших братьев и сестер не поддаваться на провокации. И, соответственно, сегодня мы хотим жить в мире, в согласии, в нашем многонациональном, многорелигиозном государстве. И наша задача сегодня сохранить этот мир и согласие. И призвать наших многоуважаемых верующих людей как можно чаще показывать духовно-нравственную активность ислама на своих личных примерах, поступках и словах. И это будет лучшей проповедью. Мира вам, милости Аллаха и Его благословения. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.